Дулат Бабатай-Улы. Этот поэт жил в XIX столетии, и именно он воспел эти тревожные исторические десятилетия. Он своими глазами видел, как царизм колонизировал казахскую землю и угнетал казахский народ, и по мере возможностей противостоял этому. Поэт родился в местечке между Балхашом и Аягузом, где кочевали роды, называвшиеся Найман-Цыбаны. Дулат хорошо знал арабскую грамоту и был для своего времени образованным человеком. С его помощью до нас дошли стихотворные произведения Ахтамберды Жирау, поэта 17 столетия. А самое примечательное, что Дулат Бабатай-Улы – первый казахский поэт, стихи которого были изданы типографским способом и опубликованы книгой. Первый сборник произведений Дулата «Осиет-нама» издан в Казани в 1880 году. Его стихотворения, прославляющие добродетели такие, как трудолюбие и честность, и критикующие пороки, чванство, лживость, социальную несправедливость, безделье, подхалимство, получили достаточно широкую известность среди казахов, власти царской России и их отношение к казахам. Дулат был первым поэтом в казахской поэзии, который сочинял сатиру. Дошедшие до нас 4-5 сатирических стихотворений привнесли в казахские стихи новые формы. Его стихи «Чижик и перепелка», «Синица», «Черная ворона хочет пищи», «Парикмахер» говорят именно об этом. Острие его критики направлено на общественно-политическое устройство, созданное царской администрацией в казахской степи. И вызванное этим бедственное положение большинства казахов стало главным объектом поэзии Дулата. Он с болью в сердце говорит о положении народа, изображает разоренные аулы, описывает положение людей, потерявших свою землю и скот и попавших в безысходную ситуацию. Дулат ввел новую систему стихосложения в казахской поэзии – рифму А-А-А-Б. Эту рифму принял и далее развил в своих стихах Абай. Научная оценка творчества Дулата связана с исследованиями Амиралиева, который собрал и подготовил к печати все его произведения. Сочинения Акына печатались в разные годы в разных сборниках и хрестоматиях. В 1991 году был издан сборник произведений Дулата «Замана Сазы». Многие произведения поэта хранятся в рукописном фонде Центральной научной библиотеки Академии наук Казахстана. Дулат Бабатай-Улы честно прослужил своему народу и в 1874 году ушел из жизни. Не всякий поэт может достичь такой высоты, чтобы быть учителем великому Абаю.